сегодняшней передаче мы вновь затронем сферу жилищно-коммунального хозяйства. В частности, подачу горячей воды проточными водонагревателями. В простонародье – газовой колонкой. В чем здесь проблема и как ее решить, мы разберемся с вами. В нашу студию поступил звонок от жительницы дома номер 1 по переулку Спортивный в Западном районе. Мы решили не оставаться безучастными к их возникшей буквально ниоткуда проблеме. И первое, что мы сделали, посетили квартиры жильцов вышеуказанного дома. Они рассказали нам о своей беде. Проживаю я в этом доме с 80-го года. Но дом сданный был в 71 году. С колонками, с плитами были уже. Потому что, когда я въехала, колонки были старые, и во всем дома были старые. Жили, прожили 46 лет, считайте, в этом доме. Дымоходы были, проверяли. Колонки работали у всех нормально. У всех нормально. Но никто не жаловался. Но тут в 36-й квартире хотела заменить колонку. Старую на новую. Газовики купила, газовики поставили ей, но стали когда подключать, тяги нет. И ей не подключили. Она купила где-то в январе, наверное. Но с февраля она стала ходить жаловаться. Сейчас не работает у нас с 11 мая. Отключили нам 11 мая. Всему дому. Всему дому, без предупреждения, во-первых. Ну, это 36-й квартире ей звонили, когда она жаловалась, ходила, она даже в прокуратуру ходила, но заявление не приняли. Предупредить должны, объявление должны. Как это так сразу? В Москву она на президента написала оттуда. Пришло письмо в Чебоксар. Ну и ей ответ, значит, то, что на рассмотрение в Чебоксар. Из Чебоксар приехал в Тимофеев. Приехал, он здесь замерял с аппаратом. Ну, при открытом окне, ну, как форточка открытая, тяга есть. Даже документ он выписал, все. Потом... Тут как раз она 2 числа мая писала, они приехали 10-го. 10-го он был, Тимофеев. А 11-го приехали и отключили сразу все. Колонки у всех отключили. Нас заставили еще пробить. У нас этих не было, карманы. Заставили пробить. Сделали. И карманы. Карманы в нашем доме вообще не положены. Этот дом 71 года, старый, значит, ну и постройки, он как экспериментальный шел. Даже то, что сказали, что мы это сами сделали, это никогда никто у нас во всем доме никто не пробивал. Но это заставили в 36-й квартире, точно такая же, сейчас тоже заставили ее. Но тяги нет. Тяги нету. Мы обошли 3 квартиры. В одной из них проживает труженик тыла, ветеран труда Матрена Федоровна. Ее рассказ заставил нас задуматься, что это – насмешка судьбы или халатное отношение работников коммунальных служб. Мне уже 31-го это снимали, отключили 31-го колонку. 31 какого месяца? Января. И потом я ходила туда. Дымоходу посмотреть, они пришли. Я туда ходила, они сказали, надо. Ты, колонку купила? Я говорю, нет, еще не купила. Купи, говорит, колонку, потом, придет, тебе вешают. Потом, говорит, дымоходы придет, они будут так-то писать. Ну и потом я туда ходила обратно, этот чистый город. Они пришли, посмотрели, надо, говорит, эту чертову кармашку. Я это сделала. Пришли посмотреть, там открыли, там дымохода нету, там тяга нету, говорит. Ну, потом и так, и мне уже 4 месяца я шел без горячей воды. В чистый город ходила, там еще мне сказали, дымоход чистить надо, туда ходила тоже. Они тоже сказали, мы, говорит, в вашем дому, говорит, не будем, по квартирам, говорит, не будем ходить. Говорит, у нас, говорит, рабочей нету, а вы, говорит, деньги, говорит, платите чистый город, идите туда. Ну, туда я сколько раз ходила, не знаю, не меньше 5 раз туда ходила, звонила, не знаю, если тоже не больше 10. Но потом я еще звоню,
в вашем доме не пересмотрено колонку поставить. А я говорю, колонка, я говорю, ведь это не я это выдумала. Колонкам я квартиру получила. Мне надо, это скурил другой вот эту колонку. Ну, пришлось мне этот купить, поставить. Иди, говорит, вставай в магазин. То есть у вас, получается, уже 4 месяца как новая колонка стоит? Ага, так и стоит она. Не включена. Выслушав и убедившись, что газовые проточные водонагреватели действительно отключены, мы задали несколько вопросов заместителю главы администрации, начальнику отдела ЖКХ Дмитрию Байгулову, чтобы понять, кто виноват и что нужно сделать, чтобы жители вновь могли пользоваться горячей водой. Во-первых, переулок Спортивный, дом 1, пользовался газовыми водонагревательными приборами на протяжении определенного периода времени. Здесь у нас, конечно, у администрации есть определенные вопросы к той организации, которая выдавала свидетельство о готовности домовых каналов этих для того, чтобы использовать их при работе водогазовых приборов. Но, к сожалению, последний период показал то, что аварийность по причине неправильного использования газовых приборов либо несоответствие домовых каналов приводит, к сожалению, к очень трагическим последствиям. Мы здесь работу стали усиливать, и вот эти факты у нас, к сожалению, стали вылезать. В результате более подробной, наверное, более дотошной проверки домовых каналов этого дома выявился тот факт, что на одном домовом канале были подключены несколько квартир. Это технически невозможно. Это делает невозможным эксплуатацию газовых приборов на данных домовых каналах. Поэтому организации было выдано заключение о несоответствии домовых каналов специализированной организации, что привело к тому, что газовые службы города Ганаш, Газпромгазораспределение, провели отключение газовых приборов. Конечно, нам предлагался один из самых простых вариантов – это подведение системы горячего водоснабжения к дому, от наших котельных, от наших централизованных котельных, да. Но здесь мы должны понимать следующее, что, к сожалению, данный дом, он не оборудован централизованной системой горячего водоснабжения. И вы знаете, когда мы подняли всю проектную документацию по этому дому, мы увидели, что, к сожалению, он не был оборудован этой системой даже на стадии строительства. И в том числе не предусматривалась установка газовых приборов для проточных водонагревателей. Но я еще раз подчеркну, все-таки вопрос безопасности здесь у нас стоит на первом месте. Да, это не совсем популярно. Да, я думаю, что в рамках того, что мы сейчас усилили контроль за этим и более подробно проверяем все домовые каналы, газовые приборы, газовики здесь проводят просто огромную работу. Поэтому, скорее всего, такой дом появится и еще. По словам Дмитрия Геннадьевича, решение проблемы в руках самих жителей. Свои предложения вносили и жители проблемного дома на общедомовом собрании, недоумевая, как такое вообще могло с ними случиться. Работали 47 лет газовые колонки, работали, а тут раз, и оказывается, они вообще не были предусмотрены для этого дома. Приходила Надежда Ивановна. Мы ей задали вопрос, чья была инициатива на отключение наших газовых колонок. Но никто нам слова не ответил. Ни Горгаз, ни Чистый город, ни Промбаза. Так чья же инициатива была на отключение наших газовых колонок? Чья? Ни вы не знаете, ни народ не знает, ни Надежда Ивановна не ответила. Когда я сказала, что мы будем судиться, она мне что ответила? Это ваше право, судитесь. Но ведь, ладно, я понимаю, вот, допустим, мы все-таки, кто более-менее хорошую пенсию получает или кто-то работает, они действительно могут эти электронагреватели поставить. А эти электронагреватели стоят от 15 тысяч и более. Не каждая пенсионерка в состоянии поставить. Сегодня ходили, я вчера им говорю, вы посмотрите, у нас вся проводка в щитах на ладан дышит. На ладан. Прежде чем установить электроприборы эти нагревательные, надо разобраться с электропроводкой. Мы здесь в нашем доме живем сколько лет? Где-то 50. Начиная с нуля и кончая сегодняшним днем.
И только на нашем доме проводят эксперименты. Сначала дом построили, не могли сдать. Теплой воды нет. А котельная-то была у нас сарай. Мощности не хватало. Ага. Нет, давайте вариант. Между прочим, газовые колонки согласованы со всеми. С Министерством строительства республики. Даже с РСФСР. Галина Архипова. Тихо, ребята. Галина Архипова, она участвовала в этой штуке. Участвовала. Согласованы? Согласованы. Без этого дома не сдадут. Вот. Далее. У нас дом погрузчиков. Вот напротив. Тот был раньше построен, чем наш дом. Где-то на год, на полтора. Тоже такая же картина. Горячее водообеспечение. Увы, горячей воды-то нет. Котельной мощности не хватает. То ждали, вот, когда пустят котельную автоагрегатного завода. Поставили котельную, запустили. Оказывается, у нас батареи-то не предусмотрены. Все батареи взорвались. А сейчас определили, что, оказывается, у нас и система-то непригодна. Так не бывает. Вот поэтому, на мой взгляд, умного человека не надо. Кто имел раньше допуск к газовому хозяйству, к пожарной безопасности, это таких людей мы найдем. Допустим, аттестован был по газовому хозяйству и я. По-моему, по пожарной безопасности Архипова. И еще есть люди, которые имели допуск, поэтому старый хотя бы. Напишем акт произвольной формы. К этому акту приложим заявление. На основании этого акта будем писать вышестоящую инстанцию. В нашей среде, в нашей округе города мы этот вопрос не решим. Не решим. Это точно. Прокомментировать сложившуюся ситуацию мы попросили и главного инженера управляющей компании «Чистый город» Надежду Митрофанову. Было вынесено 2 предложения. 3, конечно, предложения было, правдивее, наверное, 3, потому что это первое, значит, централизованная горячая вода, значит, протянуть трассу от тех домов, значит, где у нас централизованная горячая вода. Второй, значит, вариант – это проточная значит, водонагреватели. И третий вариант, значит, газовые колонки, значит, которые, значит, закрытого типа. Самое реальное, значит, то, что действительно эти газовые колонки, они очень дорогие, действительно, не то, что сейчас. Все в финансах. На сегодняшний день, значит, жильцы сами сказали, что, значит, эти газовые колонки, они наверняка никто, значит, такие деньги не истратит, потому что действительно очень дорогое оборудование получается. Небезопасно использовать газовую колонку на сегодняшний день, потому что очень много факторов переделки, очень много факторов, значит, собственников вмешательства вот этого всего, потому что приточно-вытяжная вентиляция, так таковая, которая, значит, предусмотрена в доме, она на сегодняшний день полностью 80% она нарушена со стороны собственников. Поэтому из-за безопасности действительно получается один вариант, который, значит, дом переходит на электроводонагреватели. Поэтому, если даже жильцы поменять свою проводку, сечение проводов рассчитают у себя ту нагрузку, которая, значит, у них уже на действующий на сегодняшний день, та электрооборудование, которое есть в квартирах, значит, ту нагрузку, которую они выдерживают, очень много моментов, что автоматы вообще старого образца, и эта нагрузка, которая на сегодняшний день у них в квартирах есть, не соответствует тем, значит, требованиям. Сечение проводов действительно очень маленькие, очень мало процентов это сделано. И в этих местах общего пользования и общее ВРУ действительно ляжет, чтобы привести в надлежащее состояние, выбрать сечение, поменять провода только на управляющую компанию. Да. Воспользоваться ли вариантами, предложенными администрацией города, или найти другие пути решения? Этот выбор жители дома номер 1 по переулку Спортивной должны сделать сами. Марина Баринова, Евгений Назаров. Открытая студия.